Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня» в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Новое медицинское оборудование и регулирование цен на жизненно необходимые лекарства. Глава государства провел встречу с министром здравоохранения по итогам его рабочей поездки в Москву. Президент Алан Гаглоев вручил государственные награды работникам сферы образования. Награждение приурочено ко Дню учителя. 10 лет Олимпу. Спорткомплекс, построенный при поддержке фонда Алины Кабаевой, отмечает юбилей со дня открытия. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым, в ходе которой были подведены итоги визита главы Минздрава в Москву. Ключевым результатом переговоров с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутницким стала договоренность о поставке в республику ангиографического комплекса для республиканского многопрофильного медцентра, что в свою очередь позволит выполнять высокотехнологичные кардиохирургические операции. Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым. Глава Минздрава отчитался о результатах рабочей поездки в Москву, где прошла встреча с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутницким. Был обсужден широкий спектр двусторонних отношений, рассмотрены актуальные вопросы развития системы здравоохранения Южной Осетии. Одним из ключевых результатов переговоров стало решение о поставке ангиографического комплекса в Республиканский многопрофильный медицинский центр. Уважаемый Алан Эдуардович, по вашему поручению в Москве у меня состоялась встреча в Минздраве Российской Федерации. Обсуждены вопросы организации оказания медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. В частности, вопросы организации оказания некоторых видов медицинской помощи и развития медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. А именно, положительно решен вопрос поставки в республику ангиографического комплекса. Алан Гаглоев дал положительную оценку достигнутым договоренностям, подчеркнув, что поставка ангиографического оборудования позволит проводить в республике сложные высокотехнологичные операции, ранее недоступные для местных пациентов. Для нас, конечно, очень важно, потому что очень большой процент заболеваний, последующие направления в Российскую Федерацию, это связано с тем, что у нас нет сегодняшнего дня вот такого оборудования. Дорогостоящее современное оборудование позволит врачам проводить диагностику системы кровообращения, оказывать экстренную медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом. Положительное решение о поставке ангиографического комплекса на территории Республики Южная Осетия имеет существенное значение, не только клиническое значение, но и политическое значение. Не секрет, что 2/3 пациентов и граждан, являющихся гражданами Республики Южная Осетия, направляются за территорию Республики Южная Осетия, и им необходимо проведение сложной высокотехнологичной операции, которая была недоступна и по сей день недоступна на территории Республики Южная Осетия. Данное решение закрывает эту потребность, и мы в этом смысле выходим в один ряд с развитыми передовыми странами в области сферы отрасли здравоохранения. Минздрав России поддержал и предложение южноосетинской стороны о централизации службы скорой медицинской помощи республики и взаимодействии с территориальным центром медицины катастроф России. Кроме того, выработаны меры по регулированию цен на жизненно необходимые лекарства, ввозимые в Южную Осетию. Также обсужден вопрос о предельных надбавок на жизненно необходимые лекарственные препараты, входящие в данный перечень ввозимых на территорию Российской Федерации. И также обсужден вопрос процесса ввода в эксплуатацию переданного медицинского оборудования в дар Российской Федерации. А это, я хочу напомнить, это 21 наименование и 60 единиц техники. Также, пользуясь случаем от вашего имени, по вашему поручению, я передал слово благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, первому заместителю администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко, министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко и также заместителю министра здравоохранения Плутницкому Андрею Николаевичу. В ходе встречи обсуждался и процесс ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, переданного в дар Российской Федерации Южной Осетии. На данный момент оборудование практически полностью введено в строй, за исключением 10 единиц техники,
они не введены в строй, так как мы ожидаем по гарантийному случаю, ожидаем ввод в эксплуатацию специалистов, поставщиков. Все остальное, медицинская техника и оборудование введены в эксплуатацию. Алан Гаглоев поинтересовался состоянием здоровья участника специальной военной операции, командира батальона «Сармат» Владимира Наньева, получившего тяжелые ранения в зоне специальной военной операции. Знаю, что вы и этот вопрос там держали на контроле. Какая у нас информация? На данный момент он находится в медицинской организации Федерального медико-биологического агентства, расположенной в городе Ростов-на-Дону. Все медицинские манипуляции и вмешательства ему проведены, и на данный момент он проходит реабилитацию, восстановление с дальнейшим маршрутизацией реабилитации в центральной организации Российской Федерации. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Ко Дню учителя в Южной Осетии состоялось награждение работников сферы образования. Президент Алан Гаглоев лично поблагодарил и наградил преподавателей, отметив, что профессия учителя сложная и очень нужная в любой стране. Кроме того, президент коснулся и нововведений, которые должны стимулировать востребованность профессии, как, например, дополнительные выплаты преподавателям русского и осетинского языка и литературы. Подробнее в материале Алены Оттаевой. Президент Алан Гаглоев вручил государственные награды преподавателям. Торжественная церемония награждения была приурочена ко Дню учителя. Алан Гаглоев поздравил всех причастных к этой благородной профессии и отметил, что труд учителя бесценен. Профессия учителя является призванием находить общий язык с детьми на протяжении 11 лет и дарить им знания. Это огромный труд. Orfejne hasti mevnu shtrbusznych zachem, و فدبون در نفلات چگان آخرگان اگانی کس شورد میسیو. آلش من در وقت چگان آرهیس فلا شورد آخامش در تاییس کشت آرهاس کنن زنبایم بوده کنن تاسن نبایم بوده سرخ کنن و شورد فند و فدبون درو هوش کاتگوریات کشیان تنگزن سرخ کنن و آلچی در و خدک در وقت چگان آلچی در یا خورگان جت قد کنن می‌بینم که گذل تزمک در رجستویت در آبون Алан Гаглоев также подчеркнул, что с целью мотивации преподавателей разрабатываются специальные проекты и программы. В День Республики первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на встрече с юго-осетинскими учителями сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, по которому из личного резервного фонда президента выделены средства. Преподаватели осетинского и русского языков ежемесячно будут получать дополнительную выплату. Также в школах республики введена ставка советника по воспитательной работе с ежемесячной зарплатой в 40 тысяч рублей. Безусловно, это стимул для наших учителей, и мы благодарны за такое решение главе российского государства, сказал президент Алан Гаглоев. Motivacja در جفازنا شماینا مدلون فزوج در ورسو فزوج در دو در نپوچ خودون فزوج تستنا کنستیتوسی مگسکه اما کتل برزون درون فزوج مسخیزو وی میوم کده کنم ما شمای مخرسته در هفته دیس سفیداری کتوی کلاسته za klasné rukovodstvo. Šamej undergecel nadbavka sorozem valdaj fedebun olcsi derem bor. Myslím, dekko je mohtarus fereszte kumavorem šamej ochorgenegen jefedebunen orchshaovi mejuma maneshe sociálnym programoch haskunčem bojdevi penkate iz shoulder kategóri kedunen ozajozme ked Ряд учителей различных образовательных учреждений были удостоены государственных наград. Присвоить почетное звание заслуженный работник образования Республики Южная Осетия Алдуровой Едвигневне. Культура модерна, охрот модерна, культура бост, силкуємо бохоріме бост, і вчебер растековте, і все хочу росте. ما المستر خورز و التبازدیس و خیستر تیابینون تنیاک و خمودم سوالت در راست کن میکنم با این چنان مشتر زنگل و افگه نفر پولیات جنون فشو رسول نفر بلد شرد فندق کد بالا ورکن آخر Что это узнак?
كيفادوشاوسودو مركز لندنك ما تحقيقي سترتيرودوجيا أنا أفتش السيرما كوشاف كان رد أو يودرش مقفخودي مكان وخمر Что нужно? Учителя, в свою очередь, поблагодарили главу государства за оказанное внимание. Яна Плиева, Алена Аутаева, Ренат Медоев, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же в Государственном киноконцертном зале «Чермен» состоялось торжественное собрание работников сферы образования. В адрес учителей прозвучали поздравления от президента Республики Алана Гаглоева, а поздравительный адрес зачитал министр образования Аслан Лулаев. Уважаемые педагоги, ветераны образования, дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Этот праздник наполнен особым смыслом и глубоким уважением к людям, которые посвятили жизнь служению знаниям, воспитанию, формированию личности. Дорогие учителя, вы идете в ногу со временем, осваиваете новые инструменты, внедряете инновации, сохраняя при этом мудрость и традиции нашей школы. Вы помогаете молодому поколению не просто получать знания, но и становиться ответственными гражданами, достойными сынами и дочерьми Южной Осетии. Вы были и остаетесь духовной опорой нашего общества. Ваш труд заслуживает самого глубокого уважения и признательности. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых успехов на благо нашей Родины. Республики Южная Осетия. С праздником вас, дорогие учителя, президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев. Педагогов с праздником поздравил и сам министр образования и науки Аслан Лулаев. Празднование не обошлось и без наград. За большие заслуги в педагогической деятельности, воспитании и обучении подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд. Почетное звание «Народный учитель» Республики Южная Осетия указом президента присвоено Александру Джикаеву. Также ряду преподавателей было присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Южная Осетия». Высокого звания удостоились замдиректора Цынагарской средней школы имени Гиви Хурьева Людмила Биченова и учитель физики школы-гимназия «Альбион» Ванда Кодоева. И к другим новостям. Президент Алан Гаглоев поздравил заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева с днем рождения. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Уважаемый Дмитрий Николаевич, в день вашего рождения примите мои пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности». В медико-социальном центре Южной Осетии завершилась плановая диспансеризация постоянных пациентов, в ходе которой профильные специалисты провели комплексное обследование здоровья пожилых людей. Диспансеризация в центре проводится на ежегодной основе и направлена на своевременное выявление проблем со здоровьем. Для каждого участника диспансеризации по итогу были разработаны персональные рекомендации. Подробности в материале Дарьи Хурьевой. В медико-социальном центре республики прошла плановая диспансеризация постояльцев. Мероприятие направлено на выявление возможных проблем со здоровьем, оптимизацию лечения и поддержку высокого качества жизни пожилых граждан. Директор центра подчеркнул важность проведения диспансеризации среди проживающих. По его словам, это важный шаг к повышению качества жизни подопечных. Диспансеризацию в медико-социальном центре мы проводим ежегодно. И очень помогает, потому что у нас контингент людей, которые страдают разными заболеваниями. И очень помогает, потому что без диспансеризации в медико-социальном центре нельзя никак. И после диспансеризации, после проведения лечения, они всегда себя чувствуют лучше. Благодаря профессионализму и внимательному отношению медицинских профильных специалистов диспансеризация прошла на высоком уровне, добавил директор. Огромное спасибо Министерству здравоохранения, врачам, которые приехали к нам на диспансеризацию. Они подошли к диспансеризации активно, провели на высшем уровне. Я хочу от имени коллектива выразить им огромную благодарность. В рамках осмотра специалисты провели ежегодное комплексное обследование состояния здоровья пожилых людей, включая измерение артериального давления, анализы, консультации терапевтов и других специалистов. Альда Цхавребова, врач-кардиолог РММЦ, отметила, что для подопечных это не просто медосмотр, а внимание к их здоровью.
Приехали врачи следующих специальностей: терапевт, кардиолог, невролог, психиатр. Пациенты были достаточно подробно осмотрены. Был врач-узист, которая проводила необходимое обследование. Всего было около 25 пациентов. Кардиологического профиля было 7. Пациенты находятся под постоянным наблюдением, получают необходимое лечение и уход, что положительно сказывается на их общем самочувствии, подчеркнула она. Пациенты в неплохом состоянии, то есть они должным образом обследованы. При анализе амбулаторных карт четко представляется картина о том, что все постояльцы этого центра находятся в надежных руках, на самом деле хорошо обследованы, и условия здесь совершенно приемлемы для всех находящихся здесь людей. Постояльцы медико-социального центра выразили благодарность руководству центра и медицинскому персоналу за прохождение медицинского осмотра и своевременное лечение. Я очень благодарна нашему медперсоналу, начальству. Все посмотрели. Анализы брали, кровь. Здоровье вообще для человека очень важно. Все обследования прошли в установленные сроки. По итогам диспансеризации каждому подопечному даны индивидуальные рекомендации. Дарья Хурева, Заур Остаев. Информационный выпуск сегодня. В Государственном драматическом театре имени Костахи Тагурова совсем скоро состоится премьера спектакля «Иванов» по пьесе Антона Чехова. Директор Госдрамтеатра Гримамиев отметил, что спектакль комедийного жанра и порадует зрителей. Кроме того, к концу года коллектив готовит постановки комедийного характера. Постановка спектакля «Иванов» в Госдрамтеатре пройдет при поддержке общества «Русские сезоны». Фатима Чочиева продолжит. На сцене Государственного драматического театра имени Костахи Тагурова премьера. Легендарная пьеса Антона Чехова «Иванов» обретает голос. Это не просто классика, а диагноз времени, поставленный гениальным писателем. По словам художественного руководителя Государственного драматического театра Казбека Джелиева, зрителя ждут современный взгляд, лаконичные, но выразительные декорации и мощная игра актерского состава. Это очень сложно, это очень трепетно, потому что классика, русская классика, как она сядет и как она ляжет органично на сцене нашего драматического театра, это очень большой вопрос и интерес в первую очередь для меня, для наших артистов. Вот. И я думаю, тот путь, который мы сегодня проделаем, да, кстати, 4 ноября у нас будет премьера, вот этот путь работы проделанный мы сможем увидеть 4 ноября. Также, по словам Джелиева, спектакль больше относится к комедийному жанру. Николай Иванов – герой, в котором узнают себя многие. Когда-то яркий и полный сил, сегодня он опустошен, разочарован в себе. Его душа – поле битвы, где сходятся страсть и отчаяние. Я всегда стараюсь не акцентировать внимание на неком жанре. Все это комедия, и мы работаем только в жанре комедии. Да? Все-таки театр – это больше о жизни, про жизнь, это больше о человеке в первую очередь. Да? То есть Иванов и общество, которое вокруг него разворачивается. И в этой жизни уместен и юмор, уместны такие моменты, и как трагедия может быть, да? Вот как в жизни. Это уже 4-й спектакль, который ставится на русском языке при поддержке международного культурного проекта «Русские сезоны». «Русские сезоны» сармагундай хосканенч театренч амайж вердершава врсок классиктей врсок пьеса спектакль اما قوموا ورسقوا بيرتن فرست فزن وما ورسقوا شما فلا يقدر زولم تياتر ويرون تياتر ناسيونالون تياتر اما تياتر قوموا ایرون سپیکتاکل ده. آش سپیکتاکل ایو خاطرов بشستم هم ورسقوا زاگل و من مسدو من تهافتسته این خاطر قاجستم هم امیسته ایرون و زاگم راترماش کنستم می ایرون اون اخیره بیرتوره باورستم می قاجستم. Григорий Мамиев отметил, что спектакль по произведению великого классика на нашей сцене ставится впервые. Пьеса «Верамс» фесток на ноги стурит вташифитун, шификастун, бофорстун. Манам раджет Чехов верд наведи. Манам Шекспир дарвае классик тенамисто, фала Чехов дарс вертом мама кава. Мама гаскаджинистем шемодисун спектакль آدم زرده مفشوجی نیست کامیدی درو من شاردل شود چخوف کلاسیک تیل در شاردل تستوی کدون آل دوج درو دسته
В спектакле принимают участие как народные артисты, так и молодые талантливые актеры. Они работают усердно, чтобы создать уникальные интересные образы. Главную роль Николая Иванова играет Григорий Мамиев. По его словам, работа над этим образом ему дается легко. أكتورن در ما كمان فندر كم شفند كستوب در أفته وقتن نشود در روزه سپیکتاکل جینیس شپرم نایابره تاو دین نارودنایی جینستوا ورسه ایساش برد بو یا اوش بو ما سپلانکوتان و ما یخوت میجورن ورسه زاگ آزمگس گاو Также Григорий Мамиев отметил, что в репертуаре театра больше трагедий, а зритель с большим воодушевлением встречает комедийные спектакли. Поэтому ближе к Новому году они планируют порадовать зрителя новыми постановками данного жанра. رژیسوری ما نخود رو کباجرت تا نخواست کن شوه راست ریزه خون اما کامدی تل فتنگر خومه انا تختارات دم. Коллектив Госдрамтеатра 14 октября едет в Кабардино-Балкарию. Здесь пройдет международный театральный фестиваль «Южная сцена». نرجع خرادیش استم کد نردیاد ارتکاخات بیشتر برم خود. فجاگی که سرستوی بود یوده ساز رازمایت جود استم فجاگ یرن شال دراز شوه میم افتر ول خاطم شوم من خسته ونر نوک سپیکتاکلو خشت خیو استیاز فد بسته خشتل استیاز کیسه خسته یوشه بود میسرستم باشد تکودم اما یه نردر وشاز نفشی من فندش می وش فستیوال آش سپیکتاکل راو دیسم نفس نایس اما یادم خورس که آش استم اما نشدر کی نسن سون کنجست ایدو نامینات تجیز و اومدست. В дальнейшем коллектив театра планирует принять участие в проекте «Большие гастроли». В рамках проекта будут представлены 3 спектакля. Также в нашу республику впервые приедет всемирно известный коллектив «Театр кукол Образцовой», который представят югостинскому зрителю 5 спектаклей. Яна Пулиева, Фатима Чочиева, Зауру Стая, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Начиная с завтрашнего дня и до 10 ноября в Схинвале в выставочном зале Союза художников Республики Южная Осетия будет открыта экспозиция молодых талантов под названием «Нартиада». Это мероприятие организовано Северо-Осетинским отделением Российского фольклорного союза в рамках художественного проекта «Молодость без границ» при содействии Министерства культуры Российской Федерации. На выставке «Нартиада» будут продемонстрированы произведения воспитанников отделения изобразительного искусства Ардонской детской школы искусств. Организаторы приглашают всех, кто интересуется искусством, посетить выставку и окунуться в мир творчества юных дарований. За 10 лет работы спортивный комплекс «Олимп», построенный при поддержке фонда Алины Кабаевой, стал флагманом спортивной инфраструктуры Южной Осетии и всего Северного Кавказа. За прошедшие десятилетия воспитанники Дворца спорта завоевали сотни наград на международных и всероссийских соревнованиях. Учреждение подтвердило статус площадки мирового уровня, принимая как спортивные турниры, так и значимые общественно-политические мероприятия. Зарина Кочева подготовила материал к юбилею со дня открытия спорткомплекса. Ровно 10 лет назад свои двери открыл дворец спорта «Олимп», построенный на средства благотворительного фонда известной олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Он стал крупнейшим на Северном Кавказе и соответствует уровню спортивных сооружений мирового класса. В комплексе есть все условия для занятий самыми востребованными видами спорта в Южной Осетии. Воспитанники добиваются хороших результатов на международных и всероссийских турнирах, первенствах России. Охам спорта голончи была върхута ушо одаймога 84 одаймогжи куса ушо дамандар мабузник фандазарам тренер тайройдога медсестрота чиявсна удунан штербузник захам дасозмаджа свалата спомали кадун штер анвазодл ирастунанум валиовкуту
დუნიონ სორევანეთა სკომელჯი ჩემპიონ მიროთა სკომელჯი პრიზორი ევროპითა ისნამ მონსტერ სპორტოთა პლავანია ფაზანდინა тяжелая атлетика в общем розмашет что энтеститаис велатамач розмашедис. За 10 лет Дворец спорта принимал такие крупные спортивные мероприятия, как первенство по вольной борьбе, чемпионат по боксу, турнир по вольной борьбе, а недавно и Международный экономический форум. Обун шамайсвалата матренерта сакосткануя наразу витахай оштака Дворец спорта Олимпия ола мовартадарис витахай ше инвентариунг ше аркустордиунг ше хабориунг فلاماجی سی مومنت افته زیجان مزدونیان یخی قوی کم در فخوز در کنن کم در کریشو کم در گسش در تا من این خیشود بونس ورتو что авиш хоберта и вилдер устранят и все будет хорошо. В просторных залах ежедневно тренируются сотни детей. Занятия в секциях Олимпа проводят опытные тренеры. Вот уже целое десятилетие Олимп служит стартовой площадкой для сотен детских надежд и взрослых достижений. Тренировка нам кана 25 севадлунай 30 юн, офта стабильно тренировка каненч. С понедельника по субботам тренировка в Алабундар. Аз ма кайзаганай са результаттар хуздар кана. ما سوالت نابلیزه فلدر کنه حال شده نیست شمای نترینی رفقاته کدوم بلافته شوی. گذلی فستم اتنگ شدیس مزار دارم. آل خوب در مفندی شمای آشوز بود مر باشون. مزار دارم اتنگ شد سریف دوانی خیادیسن. اما این در دکتر مخیشت تکنن من نیابر سریف دوانی توجست آدبور نیسکفون. اما خوشا فرشی کد رامبولن و دکتر ورسم در آشوجنن. Есть чем похвастаться и у его коллег-боксеров, воспитанники которых регулярно побеждают на различных всероссийских соревнованиях. اشتیدم کجورا دبونو دخیل خی استزاها سرینوانی تاراخ وین کرام بودن کنارام بودن ما ها خشا فرش در بوکس کنستم مایسترام بودست. وازش هم уже там бира и соревнования да игрушка дыкок банат бачаксы дортар жактар тренировка канжан шамай и на соревнования фочак банат бачаксы. Достойные результаты показывают и воспитанники секции плавания. Они регулярно становятся победителями и призерами крупных соревнований в Российской Федерации, в том числе и международного уровня. Регулярно радуют своими достижениями и подопечные других тренеров комплекса. С самого начала Олимп взял высокую планку. Это не просто стены и спортивные снаряды. Это особая атмосфера, нацеленная на результат. Гимнастики мы развиваем, и это и художественная, и эстетическая гимнастика в Олимпе. И оба вида спорта хорошо, динамично развиваются у нас, много детей у нас занимается. Ну, сейчас у нас в эстетической гимнастике 6 выездных команд. Это уже 60 как минимум детей. И помимо этого еще есть дети, которые не выезжают, маленькие. И в художественной гимнастике тоже у нас на каждые выездные соревнования от 30 до 40 детей выезжает, а маленьких еще приблизительно столько же тренируются, которые пока еще не выездные, так скажем, дети, совсем новички. Эти виды спорта у нас пользуются большой популярностью. Мы даже не можем принять всех, кто желает у нас тренироваться. Юные спортсменки многократно занимали первые призовые места на крупных соревнованиях. Я занимаюсь гимнастикой 9 лет. В этом спорте мне нравится абсолютно все. Я побежала на соревнованиях по художественной гимнастике, а также по эстетической. Мы побеждали в СКФО, во всяких других турнирах. Гимнастика машала фон джаз соревнования там шалам рамбуламча. Шапара шалам гимнастика мазарда матанша соревнования талабан рамбулам. Для южноосетинских гимнасток систематически проводят мастер-классы и семинары известные российские тренеры и спортсменки. Условия работы у нас замечательные. Еще раз я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Алину Маратовну Кабаеву, которая нам подарила этот зал. И нам по-хорошему, так скажем, даже завидуют многие тренеры и команды Северного Кавказа. Мы принимаем у себя летом тренеров с детьми из
из Северной Осетии, потому что, конечно, наши условия гораздо лучше, чем у них. Очень хорошие условия. У нас три выступательных таких вот соревновательных ковра постоянно, и дополнительные площадки тоже у нас есть для того, чтобы могли единовременно заниматься большое количество детей. 10 лет – это яркая история, которую пишут каждый день тренеры и их воспитанники. Это тысячи отработанных часов, сотни побед и радость от каждого нового движения. Зарина Кочиева, Сарамат Гузитаева, Айда Кочиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 15, ночью плюс 10. В Дзауском районе днем плюс 15, ночью плюс 8. В городе Квайса днем плюс 13, ночью плюс 8. В Лениногорском районе днем плюс 17, ночью плюс 9. В Цхинвале днем плюс 16, ночью плюс 10. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.